Добрый вечер, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня вышла в огород. Остались у меня помидоры недосаженные в теплице, штук 5-6 где-то, да, 6 кустов решила посадить. И заодно хочу ролик снимать. Я посмотрела ролик, который недавно выпустила. Вы по мне очень скучали, переживали. Спасибо вам большое за заботу, за пожелания хорошие, что желаете удачи, успехов моим внукам. Думаю, все будет хорошо. Всевышний нам поможет. Хәерле кич, минем матурларым. Сезнең белән дә, тотарларым белән дә исәнләшеп китим дим. Әлеге озакы ролигымны снимать иткәндә, тотарча миңа язганнар, тотарча да сөйлә, син бит тотар дип. Телеңне сындыра-сындыра, русча сөйләшкән буласың дип, үз телеңдә сөйләш дип. Сындырам инде, нишләм шулай булгач. Иң главный тел рус теле бит инде хәзер. Бөтен илдә рус теле һәм инглиз теле. Хәлләрегез ничек? Ни хәлләрдә яшәп ятасыз? Без менә шушылай бер көйгә яшәп ятабыз. Балаларым экзамен бирәләр, кызлар каникулда, Юлияләр вахтада, ә мин өйдә. Менә шул кыштыр-кыштыр йөргән булам инде. Со вчерашнего дня у нас дожди начались, сегодня вообще хорошо лило. В огороде вообще влажно. Мы очень обрадовались, давно не было дождя. Я вам покажу, что где у меня. А сейчас я здесь хочу посадить несколько кустиков томатов. Собирать хочу огурчиков. Немножко у нас есть огурчики. Уже не первый раз собираем, хотя не обильный урожай, но каждый день нам с детьми салатик делать хватает. Все-таки свои огурцы есть свои. Аромат такой стоит дома. Вообще прелесть, красота. А томаты пока через где-то 1,5 месяца, наверное, начнут созревать. Есть маленькие-маленькие помидорчики, но еще пока рано. В этом году у нас, хотя весна пришла рано, толком ничего не растет. Я и свеклу заново посадила, и морковь заново посадила. Хорошо, что я 8 кустов посадила огурчиков в стаканчиках дома и высадила сюда. А семенами сеяла вот за теплицей на грядке. 2 огурчика появились, и то они не растут, потому что холодно. Я там не укрывала. Думала, тепло уже, но оказывается холодно. Мальчики экзамен сдают. Кирилл уже 2 экзамена сдавал, еще 1 экзамен осталось. А у Владика завтра 2-й экзамен, у него 4 экзамена. Да, многие мне пишут, кто-то в личку, кто-то на канале, что я сильно изменилась, видно, что я болею. Да, мои хорошие, болею. Болезнь свое берет, но я не поддаюсь. Стараюсь все свое дело потихоньку делать. Конечно, и на лечение хожу. Также в этом году тоже продлили мне инвалидность 3-ю группу. Лекарства, если есть, стараются мне бесплатно выписывать. Если нет, то покупаю. Вот 23 июня у меня очередная операция в республиканской больнице в Уфе. Вот я сейчас прохожу анализы, сдаю, УЗИ, все, ФГДС, все прошла. Теперь 16-го еще раз за направлением иду в больницу.
дадут мне направление, которое уже сроком на неделю, на 10 дней. И ЭКГ, вот эти все сдам и готовлюсь. Ну, конечно, немножко стала переживать. Раньше не думала, операция это к операции, но оказывается, эта операция сложная, без наркоза, местной. Все местным. Немножко там внутривенно дают, чтобы обезболивало меня. Все вот. Ну, Всевышний, думаю, поможет. Панику поддаваться не надо, но что-то стала думать, переживать. Внуки, дети успокаивают. В этом году у Анечки у нас свадьба. Аллах верса, Бог даст. Это тоже поехать не смогу, потому что мне дальние дороги, эти трески нельзя. Мне после операции, даже если все будет удачно, Аллах верса, 3 месяца беречь надо себя и работать нельзя. Но у меня внучки помогают. Я и не боюсь. Цыплят я брала только 20 штук. 10 мы вчера зарезали. В морозильник засунули. Им даже 3 месяца нету. 12-го только будет 3 месяца. И они 3700, 3800. Вот так весят в этом году. Очень цыплята хорошие, крупные, жирные. Но еще до этого 2 резали. Сейчас 8 осталось. Я думаю, чуть попозже еще. Они чуть поменьше. Но нам хватает, да? В морозильнике места еще нету. И мясо покупаем все. На рынке очень вкусное мясо продают. Слава богу, все есть. Здоровья только нет. И хочется, чтобы был мир на земном шаре, чтобы был мир. Конечно, очень переживаем. Не только мы, и вы все, всем миром переживаем. Хочется, чтобы дети, старики, старушки, жены, чтоб не плакали, чтобы учились, жили хорошо, чтобы детей воспитывали. Юля у нас на вахте, приедет она 21-го. Она вышла замуж. Вы знаете, уже где-то 5 с лишним лет уже они развелись. Ну, так получается, люди сходятся, расходятся. Так получилось. Вот он тоже женился. Потом где-то год уже сошлась с мужчиной, с Вовой. Так-то для меня хороший парень. Пусть живут. Что, одной Юле еще только 35 лет. 36 будет в октябре. Девочки тоже. Одна 6 класс закончила, другая 8 класс закончила. Вот 9 класс идет и 7. Вожу я их на лыжную базу. Сейчас пока они отдыхают немножко. Летом они на лыжах-роллерах катаются. Но я с скандинавскими палками хожу. Что еще вам рассказать? Сейчас я соберу огурчики. Уже темнеть начинает. Есть у нас немножко. Есть. Я не могу сказать, что нету. Вот такие огурчики. Есть редиски уже едим. Сабина каждый день салат делает. Девочки тоже помогают. Мальчики на улице помогают, девочки дома помогают. Так-то мне не тяжело с ними. Все нормально. А 20 июня я еду
Стерлитамак. 2 года, как Зякеви умер вот, на Коран. Очень грустно, вот постоянно я вспоминаю своего брата, так мне жалко его. Он мне всегда помогал, вы знаете. Они, когда я их хотела снимать, они не снимались, отказывали, а сейчас Найля жене говорит, зря, говорит, не снимались. Я бы, говорит, сейчас по видео смотрела бы, говорит. Ну, я говорю, не зря же. Вот у меня тетя Райся, ее тоже нет. Пусть все спят спокойно и попадут в рай. Я ее и сестру, сестра тоже нету, Саймя, Соня. Вот тоже ее по видео смотрю, сижу, плачу, вспоминаю. Жалко, когда мама жива была, в это время не снимали вот так. Я бы тоже ее снимала бы, смотрела бы. Я, конечно, на свой телефон, тогда еще только купила, по-моему, я снимала, старые телефоны были, но видео можно было снимать, голос записывать. Я, конечно, снимала, записывала, но мои мальчики маленькие были, они все стерли. Я так плакала. Но ничего не поделаешь. Виктору моему в этом году 6 лет исполнилось. Как обычно, как всегда, мы едем в церковь, службы заказываем, гостинцы возим. Да. А остальным я дома Коран делаю. Здесь малина. Здесь картошка. Скоро зацветет аллаверса. Мы уже окучивали. А у Юли на стройке там пока просто пропололи. У меня в этом году с ягодами беда. В прошлом году свеженьких посадили, многие погибли. Вот здесь морковь, там морковь. Я заново посадила. Не знаю, я их глубоко посадила, что ли. Они не взошли. Которые не глубоко посадила, они уже растут. Здесь укроп, я их скоро сорву всех. Здесь тоже морковь, лук, там помидоры. 75 кустов я посадила в этом году. Нам хватит. Здесь скороспелка, капуста. Чеснок хороший. Вот роза. В прошлом году роза мне отправила через Валберс. Вот в этом году лучше, повыше роза выросла. А здесь клематис. Вот пока маленький. Сюда тоже посадила цветы. Вова зять застеклел карбонатом. Вот здесь окно, раму сделал. Вот здесь тоже зять Вова сделал. Руки золотые. Здесь обувь остается и не мочится. Вот. Тоже очень удобно. Розы пока не цветут. Вот наш клематис вырос. Сейчас покажу вам хосту. Посмотрите, хоста какая красивая. Скоро зацветет. И хоста вторая вот такая. Это наша елочка. Виноград. Беленький. Пока еще не цветет, потому что прохладно. В прошлом году у меня вот этот виноград пропал. Я не убрала, не выкопала. В этом году вот листочки появились.
Где-то винограда мало. Посмотрите, мои хорошие, вот здесь у нас вишни были, все срезали, и вот маленькие деревья остались, а большие все высохли. Вот все срезали, так обидно, и все голое. Здесь купили мы грушу, посадили, и здесь грушу посадили, а вот здесь яблоню посадили. Вот и все. А вот сюда один кустик черная малина. Пока мне дали, я пока сюда посадила. Что еще вам показать? Вот улица. На улице все зять скосил перед отъездом. Здесь тоже цветы, тоже плохо растут почему-то. Потому что засуха была. Какой толк поливать, если дождя нет? Ирис интересный. Бархатцы. Ландыш. Вот и все. Дом голый. Вот видите, мои хорошие, деревьев нет. У соседей тоже вишня замерзла, высохла. Слева у них осталось. И вот здесь два кустика маленьких. Вишни мои остались. Вот здесь вот тоже вишня и груша. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Желаю всем всего самого-самого доброго. Доброго здоровья, удачи, семейного благополучия, много-много радости, здоровья, самое главное, и мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующих встреч.